о новых речевых жанрах в интернете. Ну, я сразу скажу, что этот модуль делали совместно с Максимом Анисимовичем Крангаузом. Несколько его лекций, которые будут посвящены пирожкам и порошкам, я немножко меньше о них буду говорить, а больше буду говорить о тех, так сказать, лекциях, видеолекциях, которые записывала я. То есть вот мы представляем этот модуль. И я должна сказать, что вообще оказалась очень интересная ситуация, то, что вот мы сейчас имеем, а именно в интернете мы видим, как меняется язык, мы видим, как рождаются новые жанры. Да, это масс-культура, но и это при этом русский язык, и это при этом культура, да, это массовая культура. Ну вот я когда думаю, вот чем это похоже? Это похоже, как если бы астрономы могли видеть, как рождается новая звезда. То есть вот сейчас все этапы появления новых жанров мы можем проследить и посмотреть. И их появление, и их расцвет, и, может быть, их иногда умирание. Ну вот давайте посмотрим, о каких жанрах будет идти речь. Вот план лекции у нас такой, вступление, мы определим понятие интернет-жанра, классификация интернет-жанров, посмотрим на формирование малого жанра разговора о русском языке, потому что в интернете очень много есть разных сайтов, где впрямую или косвенно речь идет о русском языке. Мы об этом будем говорить. Надо сказать, что вот русский язык и Россия считаются такими логоцентричными культурами. Логос – это язык. Словоцентричные культуры. Поэтому в русском языке и носители русского языка очень как бы внимательно относятся к тому, что происходит с языком. И очень остро на это реагируют. Вот я сразу должна сказать, что разные есть культуры. Есть культуры менее логоцентричные или словоцентричные, есть культуры более вот такие логоцентричные. Вот русская культура как раз относится к такой культуре, поэтому очень быстрая реакция на самые разные ситуации с русским языком. Ну и вот в интернете постепенно, как кажется, формируется такой малый жанр разговора о русском языке. Что еще характерно для интернета, для культуры интернета и масс-культуры? Это довольно сильная тенденция к выражению комического, к языковой игре. И поэтому многие новые жанры становятся такими жанрами комическими. Вот. И об этом мы тоже будем говорить, о языковой игре. Какая еще очень важная тенденция, и сейчас это интересно для филологов, это появление креолизованных жанров. Вот слово «креолизованный», оно очень долго возмущало некоторых лингвистов, которые занимались социолингвистикой, и говорили, что это вы берете вот этот термин, тем не менее, победил. Иногда используют понятие гипержанра. Что это значит? Это значит, что появляются новые, интересные смысловые отношения между изображением и словом, вербальным и визуальным. И мы тоже можем видеть, как в некоторых жанрах вербальное вытесняет визуальное. Вот, пожалуйста, пирожки, порошки, разговор о русском языке. А есть жанры, в которых визуальное, то есть картинка, вытесняет вербальное. Вот. И это тоже, об этом мы тоже будем говорить. Ну и вот некоторые из таких жанров, они оказываются уже сформированы, а некоторые оказываются еще в процессе формирования. Вот обо всем, я думаю, что мы и будем говорить на лекции. Если можно, следующий слайд. Ага. Ну, пожалуйста, вот вступление еще следующее сразу. Угу. Понятие интернет-жанра. Если мы немножко было
понятие речевого жанра было дано Михаилом Бахтиным. Если мы как бы вот включим это его определение жанра в понятие интернет-жанра, то у нас получается, что интернет-жанр – это устойчивый тип текста, возникший и регулярно воспроизводимый в интернете, объединенные единой коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и стилистическими признаками. Вот такое понятие интернет-жанра. Из тех жанров, о которых шла речь в модуле, и вот немножко даже я более расширенно дала, если можно, следующий слайд, мы можем их предложить определенную классификацию таких жанров. Ну вот она на вашем тоже на экранах. Значит, есть стихотворные и есть прозаические. Вот народное творчество, в частности, значит, выражается в появлении поэтических жанров, противопоставление вербальных жанров вот, к реализованным. Это я уже сказала, то есть жанры, в которых есть только текст, и жанры, в которых есть вот гипертекст, да? То есть визуальный ряд и вербальный ряд. Комические и некомические. Я не случайно сказала, что интернет – это, конечно, поле языковой игры. Довольно много жанров появляются как комические жанры. Дальше довольно интересная происходит с ними история. Они иногда становятся более серьезными. То есть вот исходно, например, там пирожки или демотиваторы были таким комическим жанром, и потом вдруг появляются демотиваторы со смыслом, где уже комического мы не видим. Вот как бы жанр немножко тяжелеет. Вот. И вот жанры, о которых мы можем говорить, что они уже оформились, и такие, которые находятся в стадии становления жанра. И прежде чем перейти к другому слайду, я еще хочу, ну, как бы, вопрос такой, собственно, что нам это дает? Зачем нам нужно изучать вот интернет-жанры, нужно ли нам изучать масс-культуру? Надо сказать, что да, вот они появляются, они новые, о них еще не обо всех много написано, о некоторых вообще ничего еще не написано. Вот там будут паблик «Вижу рифмы», там пока еще никто не писал об этом, так что это вот некоторые ноу-хау. Вот. Но их начинают уже осваивать, в частности, преподаватели русского языка. Появляются такие, значит, сайты типа мемы для преподавателей РКИ. Вот, потому что становится понятно, что вот русский язык можно учить, не обязательно используя исключительно новые интернет-жанры, но привлекая их. Это становится интересным, это становится полезным. Вторая линия, которая тоже сейчас существует, помимо того, что их изучают лингвисты, это линия сопоставительная. Вот у меня было 2 года назад, меня попросили рецензировать одну работу, которая защищалась в Зальцбурге, вот, и там как раз было сопоставление вот, русских демотиваторов с немецкими и с английскими. И оказывается, что вот демотиваторы, мы о них немножко будем говорить, они достаточно разные в разных культурах, хотя жанр как бы общий. Вот есть ситуация, когда жанр, например, заимствуется. Ну, вот поэтому линия, с одной стороны, использование их на занятиях, с другой стороны, использование их и в сопоставительном изучении, в сопоставительном анализе, она, в общем-то, довольно четко сейчас прослеживается. Если можно, следующий слайд. Ну вот мы вернулись к классификации жанров. Я показала, какие у нас стихотворные. Это пирожки, порошки и стишки паблика «Вижу рифмы». И прозаические. Малый жанр разговора о русском языке, демотиваторы, открытки и еда не еда. Ну, пожалуйста, дальше, если можно. Следующий слайд. Ага. Так. Значит, если по линии комические и некомические, здесь тоже перечислены те, которые вот исходно возникли как вот элемент такой смеховой культуры, как выражающий некоторые механизмы комического и некомические жанры. Ага, если можно, следующее.
И то, что я говорю, оформились как жанр, мы уже можем говорить, что это жанр интернета, и это вот тоже перечислено здесь. И такие жанры, которые находятся в стадии становления. Ну вот здесь тоже они перечислены, я их читать не буду, вы это все видите на слайдах. Если можно, следующий. Ну вот давайте посмотрим на формирование малого жанра «Разговор о русском языке». Значит, что влияет на этот жанр? Я сказала, что в интернете очень много разных сайтов, которые так или иначе посвящены русскому языку. Значит, ну, вот тексты о русском языке вообще затрагивающие общие темы. Есть тексты о трудностях русского языка. Есть тексты о парадоксах русского языка и невозможности иностранцам полностью понять особенности его или во всем его многообразии. И очень много текстов об ошибках в русском языке. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, вот тексты, когда идет общий разговор о русском языке, как правило, вот общие темы – это богатство русского языка, его возможности, это любовь к русскому языку, его особенности, возможная реформа русского языка или что-то, что может изменять, и панические настроения в связи с этим. Порча и обеднение русского языка. Очень частый вопрос, вот что происходит с русским языком. Появляется большое количество заимствований, и, соответственно, язык меняется, и эти изменения могут не нравиться. И общее падение грамотности, тоже одна из важных тем, потому что в интернете люди пишут часто, как говорят, и иногда вот такая быстрая переписка порождает большое количество ошибок. И, соответственно, порождается большая рефлексия по поводу этих ошибок. Можно следующий, да. Значит, тексты о русском языке, в каких ситуациях они наиболее часто встречаются? Это в интернет-чатах, в интернет-СМИ. И у них функции, как правило, они провоцируют дискуссию, они вызывают оценочные суждения, они могут поляризовать мнение. Если можно, дальше. Ага. Ну вот, пожалуйста, текст о русском языке, иллюстрация. Наталья Басовская, кстати, вот профессор РГГУ. Значит, вот довольно оценочно она оценочно оценивает, оценочно говорит о ситуации с русским языком. Вот мы двигаемся сейчас к новому средневековью. Все меньше тех, кто способен просклонять числительные. Теперь это целое таинство. Сейчас говорят менее 500. Вот такие, значит, тексты. Важные тексты, вот я говорила о реформе русского языка, вот Игорь Алексеевич затронул, значит, вот ситуацию с правилами русской орфографии. Вот эта ситуация, вот видите, 9 ноября 2021 года, это совсем недавно, в СМИ появилось, что Министерство просвещения опубликует проект новых правил русской орфографии. И мгновенно был взрыв, ответная реакция. Значит, когда носители русского языка, многие крайне отрицательно вот отнеслись к тому, что будут правила русской орфографии. Вот. Но потом все успокоилось, потому что оказалось, что язык не меняют, ничего нового не будет, как там написал Владимир Пахомов, который один из сотрудников Института русского языка имени Виноградова, что парашют мы по-прежнему будем писать с буквой «Ю», не волнуйтесь. Вот. Но я просто взяла вот этот текст, это реально текст из Фейсбука, вот, когда вот одно только появились в СМИ вот о том, что может быть правила русской орфографии новые, как мгновенная реакция носителей языка и часто отрицательная на то, что же мы делаем. Вот это формирует наш общий жанр текста о русском языке. Пожалуйста, дальше. Я не читаю, я просто иллюстрирую. Вот тут тоже разные, соответственно, реакции на Фейсбуке. Это вот совершенно свежий материал, когда уже вынуждены были комментировать его, значит, вот сотрудники Института русского языка, что не волнуйтесь, все нормально. Если можно, дальше.
Тексты о трудностях русского языка, их тоже, они есть, там, где есть какие-то сложности. Ну вот, пожалуйста, появляются, например, такие типа открыток: назови начальную форму множественного числа от существительных дно, шило, полено, судно. Здесь действительно есть сложность, потому что если мы говорим «дно», то множественное числа будет «донья», да? Вот шило – «шилья», полено – «поленья», а судно, если мы говорим о корабле, будут «суда». Вот. То есть вот выискиваются такие сложные вещи, нетривиальные, да? И это тоже вбрасывается в интернет-коммуникацию. Пожалуйста, если можно дальше. Вот. Тексты о продукции. Значит, третий тип текстов – это мы все время говорим о том, что нам формирует, собственно говоря, новый жанр, такой малый жанр разговора о русском языке. Значит, тексты третьего типа – это парадоксы русского языка. Вот. Они встречаются в открытках, в демотиваторах и имеют функции создания комического эффекта и включения читателя в языковую игру. Вот, если можно, следующий слайд. Это тоже приметы. Да? И таких вот это открытки, не открытки, а открытки. То есть сознательно была сделана ошибка. И дальше вот, пожалуйста, там есть разные. Это забавно, но чайник долго остывает, и чайник долго не остывает, одно и то же, да, в русском языке. Или значит, как перевести на другие языки, что очень умный не всегда комплимент. Мы говорим «очень умный», вот, а издевка, а слишком умный – угроза. Вот, то есть в диалоге, когда говорят «слишком умный», вот, это может быть не слишком хорошо. Если вам преподаватель скажет «слишком умный», то, может быть, после этого последует какая-то не очень хорошая оценка. Вот, то есть вот такие парадоксы тоже выбираются, их используют в разных жанрах. Конечно, они служат вот созданию комического эффекта, но это разговор о русском языке. Ну, если можно, следующее. И надо сказать, что таких сайтов достаточно много. Они собирают вот такие интересные, неожиданные вещи. Ну, например, только в русском языке можно составить предложение из 3 гласных букв. А я. А-я, да? Вот. То есть это у нас идет тоже разговор о русском языке в таком шутливой форме. Если можно, следующий. Очень интересные и очень процветают тексты, большое количество об ошибках в русском языке. Значит, какие ситуации мы можем здесь выделить? Во-первых, это ситуация, когда люди в интернет-чате общаются друг с другом, и кто-то находит у другого ошибку и мгновенно говорит, что с этим человеком я вообще разговаривать не буду. То есть идет разговор о том, что вот сначала надо знать правила, а уже потом что-то писать друг другу. То есть вот такая история. Второй тип – это когда известные люди в чем-то ошиблись или какие-то ситуации были ошиблись, и тогда мгновенно тоже в интернете появляются вот эти ошибочные тексты, и тоже с комментарием, и происходит такое вот, размножение таких текстов. Есть третий тип, когда ошибки используют просто для создания комического эффекта. И четвертое – это использование ошибок в качестве стилистического приема, когда их уже вводят, что-то типа в разговорный язык. Обычно, когда я иллюстрирую вот этот тезис, то больше всего к тому, как вообще в русский язык вошла неправильная речь, это так называемые черномырдинки, которые стали афоризмами. Это было неправильное использование часто русского языка, которое сейчас фактически стало, лексикализовалось и стало способом выражения экспрессии. У нас есть словарь черномырдинок и так далее. С точки зрения русского языка там не всегда бывают правильные согласования и так далее. Тем не менее, это лексикализовалось и уже стало средством использования русского языка. Вот такие вещи. Да?
Значит, вот, ну, тоже ошибки в русском языке провоцируют дискуссию, оценочные суждения, поляризуют мнение, используются для дискредитации оппонента. Это часто. Можно следующий слайд? Ну, вот это тоже иллюстрации. Ну, полемика с естественными пользователями, когда, значит, вот человек что-то сказал неправильно, и мгновенно идет реакция, что с ним не нужно разговаривать, или вот он подучите русский язык и так далее. Вот этот пример. Вторая вещь – тиражирование ошибок известных людей. Есть много разных слайдов, где вот кто-то из известных людей допустил ошибку, и мгновенно это вот описывают. Но есть такой слайд, называется «Орфосвинство», есть слайд, называется «Меня укусил филолог». Вот здесь я показала достаточно известный и много обсуждаемый сайт Татьяны Гартман. Она называет себя «Учителька», и вот она отслеживает телепрограммы, и если кто-то из известных людей допустил какую-то ошибку, она довольно агрессивно вот говорит, что вот этот человек сделал что-то совершенно невозможное. Да. И потом была уже дискуссия по поводу того, насколько она, в общем-то, в устной речи не ошибается. Но это уже отдельная тема. Мне здесь важно просто проиллюстрировать, показать, как существует разговор о русском языке в интернете, в каких как бы моделях он существует. Да, пожалуйста, дальше. Угу. Ну, вот здесь я, значит, привожу некоторые вещи. Значит, использование ошибок для комического эффекта. Это довольно тоже интересная вещь. Это вот один из членов комиссии «Тотальный диктант», вот Светлана Друговейская-Должанская, она, значит, уже появилось даже такое имя Ева Доласкина. Знаете, кто такая Ева Доласкина? А что такое тотальный диктант, знаете, слышали? Ну, не все, да, наверное, но это вот каждый год в России проводят тотальный диктант на грамотность. И любые, все, кто хотят, могут написать этот диктант. Вот, это целое большое действие. Это, кстати, тоже так очень интересно популяризирует русский язык. Как правило, приглашают очень известных людей, значит, диктовать. И тексты тоже выбирают известных людей, современных писателей. И вот кто-то из тех, кто диктовал диктант, значит, а диктант написал Водолазкин, Евгений Водолазкин. И он, значит, сказал «Е. Водолазкин». И люди со слуха, были какие-то диктанты, которые написали Ева Доланская. Вот. И этот автор стал теперь вот таким вот способом, значит, вот рассказывать о тех ошибках, которые допускают на тотальном диктанте. Вот. И вот, в частности, Ева Доласкина, вот какие ошибки допускают носители русского языка, когда они пишут тотальный диктант. И вот здесь тоже, значит, примеры. Здесь уже ошибки в русском языке используются для такого создания комического эффекта. Да? И использование ошибок как стилистический прием, ну, об этом я говорила, что вот, пожалуйста, черномырдинки хотели как лучше, а получилось как всегда, самые известные его фразы, или никогда такого не было, и вновь, и вдруг опять тоже. Или вот известная фраза Светланы Ивановой, значит, мы стали более лучше одеваться, вот, более лучше два, так сказать, суперлатива, да, превосходной степени в русском языке не употребляется, и это стало тоже вот то, что называется интернет-мемом, то есть стало тиражироваться и уже используется как стилистический прием. То есть не ушло, а иногда это берут в качестве заголовка, вот я вот здесь показала, иногда даже стихотворение написали на эту тему, ну и так далее. Если можно, следующий слайд. Значит, общий вывод, что мы можем говорить, что в интернете довольно много разноплановых текстов, которые посвящены русскому языку, и создается впечатление, что сейчас оформляется такой особый жанр разговор о русском языке, такой малый жанр, или вот small talk. Вот у англичан есть известный малый жанр, это разговор о погоде.
Вот как кажется, в России появляется такой жанр разговор о русском языке. Те, кто занимаются русским языком, или вот лингвисты, прекрасно знают, что вот если вы говорите, что вы там филолог, вам обязательно зададут вопрос что-нибудь, а как будет кочерга во множественном числе родительного падежа? Да? А что вы думаете о том, что вот в русском языке так много заимствований, что мы уже не понимаем? Обязательно будут какие-нибудь такие вопросы. Вот, поэтому как русская культура, я повторю, она логоцентрична или словоцентрична, и разговор о русском языке становится таким малым жанром для носителей русского языка. По крайней мере, как кажется, интернет это показывает. Ну вот это довольно большая часть лекции, но там еще много чего есть, если можно, следующее. Значит, стихотворные комические жанры, о них я буду говорить не очень много, я уже назвала, вот в видеокурсе об этом говорит Максим Крангаус. Да, это стихи, это определенная форма стиха, это иронические стихи. Я еще раз хочу сказать, что жанры в интернете – это, как правило, иронические стихи. И вот здесь показано, какие, значит, количество слов, строк и строф, как они оформлены. Пирожки не предполагают рифму и, как правило, пишутся без знаков препинания. Пирожки как раз рифмуются, 2-я и 4-я строки. Если можно, следующий слайд. Ну, это в качестве примера. Да? Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. О, сколько нам открытий чудных готовит сессия сейчас. Ну, пожалуйста, такой пирожок и порошок другой совершенно. На сайте Диснейленда отзыв «Экзистенциальная тоска от замка вашего» и подпись «Франц К». Ну, понятно, Франц К – это Франц Кафка. Это вот такая. Вот эти все жанры, они очень много обыгрывают разных цитат. Они очень много обыгрывают того, что принято называть прецедентными текстами или прецедентными именами. Но я об этом говорить буду не очень много, потому что я еще раз говорю, что это лекции Максима Крангауза, видеолекции вы посмотрите, и я думаю, будет интересно. Он там описывает механизмы комизма и многое. Пожалуйста, следующее. Ну вот мы переходим к теме «Реализованные жанры». Тема до сих пор вызывает вопросы. Вот, пожалуйста, открытка. Уже то, что здесь есть некоторая ошибка, уже показывает, что это жанр комический. И демотиваторы. Демотиваторы жанр составляют то, что это признаком жанра является именно само изображение. Это, во-первых, вот эта черная рамка, второе – фотография человека и какая-то подпись вот в определенном шрифте, вот подпись под этим, это вот тип жанра. Вот. И второй тип жанра – это открытка. Здесь обязательно вот такой вот цвет монохромный, вот, и уже не фотография, а, как правило, какое-то изображение, самое разное. И здесь достаточно интересно смотреть, как соотносятся текст и изобразительный компонент. То есть вот если мы даже сравним, то мы увидим, что если мы закроем фотографию у демотиватора, то текст ничего не будет значить. Да? Вот. Поэтому здесь важно вот это соотношение фотографии и текста. Значит, а у открытки, если мы закроем изображение, тем не менее, значит, вот это сохраняется. То есть здесь вот отношение между вербальным и визуальным, оно немножко другое. Ну, если можно смотреть дальше. Но еще, если мы будем сравнивать открытки и демотиваторы, мы увидим, что у демотиваторов кто пишет, от чьего лица это пишут, когда у нас авторства нет. То есть текст имеет обобщенный характер, и он напоминает по некоторой части лозунг, призыв, наивное толкование, и предъявляется от некого такого неидентифицированного субъекта.
А когда мы говорим, значит, да, и он сохраняет вот эту жанровую близость с плакатом. Я здесь не буду говорить об истории появления демотиватора, это тоже есть все в лекциях. И об истории открытки тоже не буду говорить, я просто вот показываю. Вот. А у открытки отправитель это часто маска, это часто какая-то вот рисунок, от лица которой создается либо текст размышления, либо текст высказывания, либо мини-диалоги и так далее. Ну вот мы можем посмотреть. Значит, можно дальше, вот, да, значит, какие маски стилизации? Это может быть человек другой культуры или человек из далекого прошлого. И как мы это опознаем? Это фрак, парик, судейская мантия, манишка, бальное платье или еще что-то. То есть вот по типу рисунка мы это видим. Человек в определенном эмоциональном состоянии. И это выражено в мимике задумчивости, озадаченности или какой-то предостерегающий жест и так далее. Если можно. Человек определенного возраста, часто это средний возраст, ну, может быть, при этом старик, ребенок, вот. Человек определенного гендера, это чаще мужчина, и человек определенного социального статуса. Вот социальный статус иногда проявляется в так называемой семиотике головных уборов, то есть вот бейсболка или, наоборот, цилиндр, или, то есть разные головные уборы иногда показывают как бы социальный статус человека. Так, если можно дальше, да. Значит, чем интересны эти открытки? В них очень активны и хорошо представлены языковые игры. Это игры с многозначностью, с неологизмами, с сочетаемостью, речевые клише, наивное толкование, довольно разные способы таких вот языковых игр. Если можно, дальше. Ну вот, пожалуйста, это вот примеры, значит, многозначность, вот на слово «звонит». Звонит будильник и звонит телефон. Да? И вот здесь игра на разные значения слова «звонить», глагола «звонить». Вот. И, например, неологизмы. Ну, неологизмы тоже вот довольно часто придумываются новые слова. Ну, вот здесь у вас, у нас, значит, курьеров начальник отдела часто называет топ-менеджерами. Понятно, да, что есть топ-менеджер, это главный, вот, и топ-топ – человек, который, ну, где вот как бы, как это сказать, ну, типа междометия, да, звуки шагающего человека. Поэтому курьер как топ-менеджер. То есть вот игры с неологизмами – это довольно типично. Если можно, дальше. Внутренняя форма слова – это интересно, потому что иногда, значит, вот в самих вот этих открытках реально, значит, вот этимологию слова показана. Внутренняя форма слова – это ближайшая этимология слова. И вот, пожалуйста, тонкости русского языка, здесь еще и о русском языке. Борщ пересолила, солью переборщила. Вот действительно переборщить в значении слишком много. Вот если человек много там что-то делает или говорит, говоришь, ну ты переборщил здесь, то есть слишком много сказал. И слово борщ, они действительно, я проверяла, они этимологически близкие. То есть оказалось, хотя это абсолютно как бы другое значение, поэтому здесь действительно этимология есть. Или вот, допустим, купальник и плавки. Действительно, мужчины носят плавки, если они, а женщины купальник, и там этимология действительно от купаться и плавать. То есть вот игры с этимологией. Уже пора, да? Я потому что могу быстро закончить. Да. И наивная этимология. Наивная этимология – это уже не это игры с этимологией. Это уже не реально происхождение слова, а то, как люди хотят соединять слова вместе и играть. И это сознательно делается. Вот, пожалуйста, жители Британии очень любят кататься на великах, так эту страну и называют Великобритания. Да? Велик-Британия, Британия великов. То есть здесь уже идет игра в этимологию, поэтому такие игры называются наивной этимологией, если можно дальше.
Ну вот тоже очень популярно наивное толкование, когда, так сказать, вот что-то обозначают. Миг единица измерения счастья. Вот, потому что мы говорим миг счастья, ну и так далее. Вот, пожалуйста, вам наивное толкование. Если можно, дальше. Угу. Значит, стихотворные реализованные жанры, уже 40 минут прошло, да? Я просто хочу узнать, сколько у меня времени, чтобы я не затягивала. Сколько еще? Нету, да, времени? Все, хорошо, тогда я просто пролистаю эти слайды. Это вот очень интересно, это очень новый паблик появился, когда пишутся стихи, значит, фотография, а к нему достраивается стихотворение. То есть как бы фотография внизу. И вот здесь очень разные, очень разные типы контраста между изображением и текстом. Просто пролистайте, пожалуйста. Это я не буду комментировать. Просто очень разные типы контраста. Бывает, когда, собственно, сама фотография нейтральна, а контраст происходит за счет того, что появилось стихотворение. А бывает, когда это не так. Ну, просто пролистайте, не будем останавливаться. Здесь разные типы контраста, и вот это отношение между изображением и текстом, они очень интересны в новых жанрах. Угу. Угу. Ну, пролистайте, пожалуйста. Угу. Вот. И здесь у нас вообще происходит такая вещь, когда фактически вербальное у нас визуальное вытесняет вербальное. Это еще один сайт «Еда, не еда», который тоже популярен. Вот интернет интересен тем, что он как бы через вот такое массовое воспроизводство у нас появляется вероятность новых жанров. И иногда они там исчезают, потом они опять воспроизводятся. Вот. Но вот такой стиль как бы общения, коммуникации, который мы видим, вот его нельзя не учитывать сейчас. Потому что на этом строится, ну, так сказать, вот масс-культура, на этом строится современный, так сказать, взгляд на мир. Он часто бывает иронический. Вот, по крайней мере, русский интернет показывает, что это языковая игра, это ирония. Ну, вот, собственно, то, что я уже говорила, это отношение визуального и вербального. Вот, и поэтому это действительно любопытно наблюдать. Мы наблюдаем то, как рождаются, уходят в зенит, а иногда умирают жанры. А иногда они возрождаются. Вот «Демотиватор» считалось, что он немножко уже ушел. Появляется пандемия, и появляется достаточно большое количество, я специально проверяла, демотиваторов, связанных с пандемией. Общество реагирует иронией на вот все те ситуации, в которых оно оказывается вот уже в данном случае не по своей воле. Спасибо большое.